День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. В мессенджерах и социальных сетях участились случаи провокационных сообщений. В особой группе риска находятся школьники и подростки. Родителям и педагогам важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах сети интернет, в том числе о вербовке террористической организации. В Ленске появилась еще одна корзина для своих, теперь и в строительном магазине. Акция направлена на поддержку военнослужащих. Гвозди, карабины, тенты будут отправлены именно туда нашим бойцам для спасения жизни. В Якутске с 1 апреля повысится стоимость проезда в автобусах. При этом стоимость проездных билетов на городских маршрутах не изменится. В рамках нашей политики по стимулированию перехода на безналичную систему оплаты мы оставляем в старых пределах стоимость проездных билетов. Символ правопорядка. В Якутске появился памятник участковому. Скульптура отображает собирательный образ якутского участкового инспектора 70-80-х годов. Участковый полномоченный то должностное лицо, которое находится рядом с населением, рядом с народом. В спорте надо жить ярко, а побеждать честно. Завершилась 5-я спартакиада по зимним видам спорта. Поделимся подробностями. Мы создали все условия, чтобы спартакиада прошла на очень высоком организационном уровне. 22 марта мировое сообщество всколыхнуло сообщение о трагедии в подмосковном Крокусе. На протяжении этой недели специалисты разбирали завалы и оказывали всестороннюю поддержку пострадавшим и членам их семей. Так, по уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны. Студенты и активисты молодой гвардии Якутска возложили цветы к стихийному мемориалу «Журавли над Ильменем» в знак скорби о погибших при теракте в Крокусе. Всего в акции участвовало свыше 50 студентов из разных вузов Якутска. В Ленске у обелиска Победы появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-Холл. Там прошло траурное мероприятие, собрались десятки горожан. Ленчане, как и вся Россия, скорбят по погибшим. Глава города и заместитель главы района выразили соболезнования родным и близким. Отметили, что в такое сложное для России время нужно быть сплоченными и сильными. Ленчане несут к мемориалу цветы, игрушки и свечи. Стихийный мемориал появился и на остановке «Почта» в центре города, а также возле храма великомучеников в поселке Пеледуй. Терроризм, синонимы – это устрашение, страх, смерть. И самое главное, нацелено это все в первую очередь, конечно, на тех людей, которые погибли в зале, но имеет широко идущие последствия. Цель-то, конечно, всех нас разделить по национальному признаку. И только сильные духом русские люди, имея в виду все национальности, которые проживают на нашей территории нашего государства, только все вместе мы можем выстоять и победить. Мы вместе ради будущего, надежды и света. Именно под таким девизом в российских школах в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске проходят мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Инициаторами проведения стали Министерство просвещения Российской Федерации и общероссийское «Движение первых». Подробнее об акции расскажет Вероника Таюрская. В рамках курсов повышения квалификации Всероссийской программы «Орелята России» прошла акция по созданию бумажных крокусов по принципу оригами. Данный цветок был выбран не случайно, ведь именно такое название имеет одноименный комплекс, в котором случилась страшная трагедия. Мы решили присоединиться к всероссийской акции, но мы понимаем, что в стране проходят дни траура, и мероприятие мы начали с минуты молчания. И потом сейчас участники у нас делают цветы крокусы. Акция называется «Цветок надежды», память о погибших и поддержку пострадавших при теракте. И они будут делать эти крокусы, и получается, можно крокусы прикрепить к одежде, но в рамках этой акции. И остальную часть мы хотим отнести на площадь Победы к мемориалу города-героя Москвы. С целью сплочения и единения всей многонациональной страны в Якутской городской национальной гимназии провели мастер-класс по изготовлению бумажных цветов.
в рамках акции «Цветок надежды». Я думаю, конечно же, это очень важно, чтобы дети чувствовали, да, как важно быть вместе. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности. И такие акции, они объединяют, сплачивают и помогают преодолевать трудности. Принять участие на мастер-классе пришли учителя со многих улусов республики и школьники Якутской городской национальной гимназии. Всего в акции приняло участие более 100 человек. Акция будет бессрочная, потому что в эти минуты, конечно, очень важно, чтобы мы поддержали всех. И самое главное, мы были едины. Нам очень важно, чтобы мы друг друга поддерживали в такую трудную минуту. Память о жертвах трагедии останется в сердцах каждого гражданина страны, как одно из самых страшных событий в России. Очень важно в трудных для страны ситуациях оказать любую поддержку и проявлять еще большее единение народов. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Рассмотрены меры обеспечения общественной безопасности при проведении в Якутске 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Анализ выполнения планов и программ предупреждения и профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. В мессенджерах и социальных сетях участились случаи провокационных сообщений. Злоумышленники таким образом пытаются вовлечь граждан в террористические организации или призвать к выполнению террористических актов и других преступлений на территории России. В особой группе риска находятся школьники и подростки, которым чаще всего свои сообщения адресуют преступники. Особенно уязвимой категорией в данном случае является молодежь, так как основной аудиторией пользователей социальных сетей и мессенджеров являются они. Родителям и педагогам важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах сети интернет, в том числе о вербовке террористической организации, научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях. При поступлении таких предложений и сообщений незамедлительно сообщите в полицию. Постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов прокомментировал нашему телеканалу инцидент, случившийся на днях в московском метро. Напомним, широкий общественный резонанс в соцсетях получили кадры с станции «Молодежная» метрополитена. На видеокадрах уроженка Якутии подверглась необоснованной агрессии и проявлениям расизма со стороны группы молодых людей. Ситуация находится под контролем постоянного представительства Якутии, и расследование дела ведется в тесном контакте с правоохранительными органами столичного региона. Мы держим этот вопрос на контроле. Разные в большом городе бывают инциденты. Мы реагируем штатно, как и положено в подобных случаях. На фоне вот этой трагедии, которая произошла в Крокус-Сити, это воспринимается еще более остро. Думаю, все, кто является свидетелями этого происшествия, они уже, наверное, дали свои показания. Думаю, что виновники этого хулигана будут найдены. У этих хулиганов нет ни единого шанса избежать ответственности. Якутские пожарные повышают качество своей работы, отрабатывая навыки на практических пожарно-тактических учениях. Учения прошли на одной из нефтебаз города. Пожару был присвоен 3-й уровень сложности. К его тушению привлекались дежурные и дополнительные силы. Подробности смотрите в сюжете Александра Хавренко. По замыслу учений в 10 часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение об атаке беспилотного летательного аппарата на один из резервуаров нефтебазы в районе поселка Марха. По тревоге был поднят якутский пожарный гарнизон. Первые расчеты огнеборцев прибыли к месту пожара уже через 3 минуты и незамедлительно приступили к тушению. На объект интересен тем, что это происходит возгорание нефтепродуктов, а в данном случае это был здесь бензин и дизельное топливное хранение. То бишь для тушения данных пожаров задействуется не только вода, но также используется пена. На данный пожар, у нас привлекается сил состав по повышенному номеру, это ранг номер 3. И также привлекается дневной состав, это офицерский состав, который непосредственно берет руководство штабом, также берут руководство начальники боевых участков, назначаются. Для тушения условного пожара было привлечено 11 единиц основной техники, 5 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Ежегодно руководство подбирает для учений новые объекты, тем самым приближая условия учений к реальным. Были отработаны водные по условному отходу в случае возникновения опасности, выхода из строя пожарной техники, отработаны взаимодействия с персоналом объекта, с администрацией объекта. Также у нас производилось
пенная атака, проведение пенной атаки на резервуар горящий РВС номер 1, значит, с помощью автолестницы. Все действия отработаны в полном объеме. Значит, замечаний по действию личного состава нет. Прежде чем приступить к практическим учениям, все действия при тушении пожара отрабатываются в теории, для того, чтобы в самой экстремальной ситуации пожарные смогли эффективно выполнить поставленные перед ними задачи и в кратчайшие сроки ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия. Александр Хавренко, Джило Накентьев, Якутск. Предстоящий в этот раз пожароопасный сезон, как ожидается, будет сложнее, чем в прошлом году. Однако ряд регионов не полностью готов к нему. Им поручено в ближайшие 2 недели устранить выявленные надзорными органами недостатки. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По оценкам Росгидромета, самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, начиная с конца апреля этого года. Поэтому регионам необходимо заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных пожаров. Отдельного внимания также требует подготовка в традиционно высокогоримых регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Свердловская и Тюменская области. Тем не менее, в этом году будет продолжена работа по искусственному регулированию осадков. На эти цели было выделено более 125 миллионов рублей. По информации службы спасения Якутии, свою работу самолетозондировщики начнут во второй половине мая при содействии Росгидромета и авиакомпании «Полярные авиалинии». Мы в 2022 году и в прошлом 2023 году занимались активным воздействием на облако для предупреждения, профилактики лесных, ну и ландшафтных пожаров, ну и на повышение травостоя сельскохозяйственных улусах. И, конечно же, идет положительная тенденция, потому что и снижение пожаров в центральной части Якутии. Ну и точечные в прошлом году работы на тушение пожаров говорят о том, что данное направление работы, оно правильное. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Военнослужащие, призванные весной на службу, не будут привлекаться к участию в военной операции, заверил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Он уточнил, что отправку призывников в войска со сборных пунктов в регионах планируется начать с 15 апреля. С 1 января этого года верхняя граница призывного возраста в России повышена до 30 лет. Нижняя осталась на уровне 18 лет. Весенний военный призыв проводится с 1 апреля по 15 июля. В декабре 2023 года Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность проходить военную службу по призыву в органах ФСБ. Подписавшие контракт с ФСБ военные срочники могут принимать участие в военной операции в Украине. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил майорам Игорю Юргину и Николаю Соболеву из Якутии высшие государственные награды страны, медали «Золотые звезды Героев Российской Федерации». Игорь Юргин родом из поселка Нижнекурана Халданского района, а Николай Соболев из Якутска. Они оба были награждены орденами мужества, медалями за отвагу и именным оружием. Ранее звание Героя России было присвоено командиру якутского добровольческого отряда «Ботур-1» Александру Колесову, членам экипажа танка «Алеша» Филиппу Евсееву, Алексею Неустроеву. Посмертно к высшей награде был представлен рядовой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Дмитрий Егоров. В Ленске корзина для своих теперь появилась и в строительном магазине. Напомним, месяц назад корзинки были установлены в 5 аптеках города. В них посетители могут положить лекарственные препараты для ребят, находящихся в зоне СВО. Акция была инициирована коллективом 3-й городской школы. Стартовала она довольно неплохо, поэтому ее границы было решено расширить. Продолжит тему Светлана Болеева.
Акция «Корзина для своих» работает уже больше месяца. Первое время она действовала только в аптеках города. Но организаторы с самого начала вынашивали мысль расширить ее границы. В зоне СВО на данный момент огромная потребность в строительных материалах. Поэтому теперь появились корзины именно в этих магазинах. Первым, кто откликнулся на акцию, стал Тимур Арагимов, владелец торговой точки «Таймстрой». Корзинку нам поставили в районе 2 недель назад. Инициативу проявляют пока только организации, люди стесняются или, может быть, пока не усведомлены то, что такая существует акция у нас в городе Ленске. Перечень наименований невелик, но в нем самое необходимое – гвозди и молотки для строительства блиндажей, пилы, топоры, карабины, скотч и перчатки. Ну и первая корзина такая вот у нас получилась. Небольшая, но весомая, потому что стройматериалы дорогие. А в ближайшее будущее будет отправлена машина на передовую, и гвозди, карабины, тенты будут отправлены именно туда нашим бойцам для спасения жизни. Корзина наполняется не так быстро, как хотелось бы, но менеджеры по продаже рассказывают покупателям об акции и предлагают внести свой посильный вклад в приближение победы. Мы помогаем, мы примерно подсказываем, что куда. Люди сами, допустим, баллончики поставили под спрей, то есть они уже сами придумывают, как можно будет их использовать как маскировку. Первая корзина наполнена. Она передана волонтерскому центру «Ленский Покров». Уже в начале апреля строительные материалы будут отправлены в зону СВО. С сегодняшнего дня такая же корзина работает в торговом центре «Сами». В скором времени ее установят еще в нескольких магазинах города. В завершении нельзя не сказать, что в аптеках города акция проходит активно. На данный момент собрано 23 большие корзины лекарственных препаратов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На старт, внимание, марш! Впервые в республике стартовал кубок по гонкам дронов среди школьников и студентов. Принять участие пришло 37 спортсменов, среди которых как опытные операторы летательных аппаратов, так и новички. Само соревнование проходило по 2 дисциплинам. Первое – это техническая симуляция полета, а второе – уже сами гонки. За ними наблюдал мой коллега Аман Отов. Размер стандартных скоростных дронов составляет 75 мм, что помогает операторам ловко маневрировать между препятствиями. Задача спортсменов, не задев обручи, пролететь как можно быстро. Весь заезд проводится строго в виртуальных очках с видом от первого лица. Помимо гонок на дронах, также еще состоялось соревнование по технической симуляции гонок. Тут также необходимо без препятствий финишировать трассу первым. Участники признаются, что лететь в симуляции намного проще, чем вживую пилотировать дроном. Около недели 3 дома сам. И налетал около 20 часов. Меня пригласил друг поучаствовать. Сказал, можем поиграть, поучаствовать. И если выиграем, будет хорошо. Я удивлен и я доволен тем, что как пролетал я сам и как участники летают. С появлением нового спорта гонки дронов в стране в Якутии появилась своя спортивная федерация по данной дисциплине. В начале года Якутия выиграла в конкурсе на реализацию федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Это позволило республике проявить инициативу в создании высокотехнологических отраслей, востребованных для региона. На данный момент ведется оснащение 17 школ и 1 колледжа республики всей необходимой техникой для дальнейшего развития молодого поколения в области пилотирования дронов. Кроме самих соревнований будет деловая программа. Мы будем рассматривать программы развития кружков на базе школ. И есть выставка. На выставку приглашены профессиональные образовательные организации, те, в которых есть модули по БПЛА. Это очень активно у нас горно-геологический техникум, это Алекминский техникум, это транспортный техникум, это сельскохозяйственный техникум. Владение навыками управления дронами обеспечивает молодым людям доступ к широкому спектру возможностей, включая участие в инженерных проектах, исследованиях, а также в решении задач в таких областях, как агрокультура, геометрия, архитектура и так далее. По итогам Кубка победители будут награждены медалями и грамотами. Аман Отов, Семен Семенов, Якутск.
В РБ-2 за год проводят более 10 тысяч операций. В всех хирургических вмешательствах при этом пациенты находятся под наркозом. Ни одна операция не обходится без врачей и анестезиологов. Специалисты до операции тщательно готовят пациента и в зависимости от роста, массы тела, а также после результатов анализов уточняется доза препарата. Помимо этого, врачи пользуются специальными аппаратами. В этом году в отделении реанимации появилось 6 новых единиц наркозно-дыхательного оборудования. Преимущество, конечно, с предыдущими аппаратами в разы больше. Показывает уровень углекислого газа на выдохе-вдохе, показывает концентрацию анестетиков в дыхательной смеси. Также показывает парциальное давление на вдохе и на выдохе. Ну и можно управлять легко, получается. Там очень много режимов и подобрать индивидуально для каждого пациента. 24 марта в Якутии стартовал месячник по борьбе с туберкулезом. На этот период врачами-фтизиатрами запланирован комплекс профилактических мероприятий. В Алдане первым событием месячника стала квиз-игра, которую для коллег-медработников подготовили сотрудники противотуберкулезного диспансера. Знания в викторине проверили и наши корреспонденты. Сколько приемов пищи в день считается оптимальным, чем грозит малоподвижный образ жизни и от чего зависит долголетие? На самые разнообразные вопросы, касающиеся ведения здорового образа жизни, предстояло ответить сотрудникам Алданской ЦРБ в ходе квиз-игры. Инициатором и организатором ее проведения выступил коллектив противотуберкулезного диспансера. С 24 марта начинается месячник по борьбе с туберкулезом. И приуроченный к месячнику мы проводим развлекательно-интеллектуальную игру про ЗОЖ. В квизе приняли участие 8 команд от различных подразделений Алданской ЦРБ. Игра включила 4 раунда. Для ответов на вопросы были необходимы не только объективные знания, но и быстрая реакция и умение работать в команде. А некоторые задания требовали сообразительности, смекалки и наличия чувства юмора. Каждый год стараемся что-то новенькое. У нас были марафоны, мы танцевали даже под песню. А в этот раз просто решили, что надо сделать вот такую игру. То есть это и отдохнуть, и поразвлекаться. По итогам квиза определилась тройка команд лидеров. Сильнейшие знатоки были награждены денежными сертификатами. Остальных участников ожидали сладкие призы. И, конечно, все игроки, независимо от набранных баллов, получили колоссальный заряд бодрости и удовольствия. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Традиционный день открытых дверей СВФУ имени Амосова посетил 661 учащийся Якутии индивидуально и группами, которых ознакомили с актуальной информацией о поступлении в университет. Участников мероприятия поприветствовал проректор по образовательной деятельности университета Алексей Голиков. По его словам, федеральный университет открывает широкие возможности для развития студентов. Так, в вузе реализуются 11 сетевых образовательных программ с зарубежными университетами, обучающиеся проходят различные стажировки, а на производственной практике могут выехать и из-за пределы Якутии. Завершились третьи межрегиональные открытые юношеские чтения. Во Дворце детского творчества торжественно наградили всех победителей призами и грамотами. На закрытии педагоги и почетные гости отметили лучших в своих проектах. А получить единственный приз от почетного гостя, летчика-космонавта Андрея Борисенко, удалось лишь одному. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. Мастер-классы, квизы и встречи прошли в насыщенные дни для всех участников. Из 200 проектов выделились лишь единицы. Борьба за особый приз длилась недолго, всего 3 дня. Но сама подготовка для кого-то шла целые месяцы. Так, юный Давид получил особый приз от российского космонавта, который вручил ему награду лично. Он вместе со своим руководителем из 29-й школы сделали особый проект. Вдохновился, как оказалось, он еще давно, когда посещал музей Московского авиационного института. Я пришел на сцену, я был вообще прям ошеломлен, прям стоял, особо у меня лицо прям не особо менялось, я стою такой. Я участвовал здесь, на Королевских чтениях, с проектом «Вклад моих земляков, проложивших дорогу к звездам». Мне стала интересна эта тема, прям вообще, понял, что это моя тема. Начал создавать, получается, свой проект. Мы собрали информацию, получается, о людях, которые внесли свой вклад в развитие космонавтики. Эти люди были из Нюрбы. Получается, моя родина Нюрба, и я собрал информацию о своих земляках. И получается, у меня в презентации, у меня там получается очень много информации о этих личностях. Также мы создали брошюру информационную, и
С целью привлечения моих сверстников мы сделали развивающую игру «Лото. Дорога в космос». В этом году проектные идеи участников были более социальными. Одним из полюбившихся направлений стало дистанционное зондирование Земли, где дети с помощью спутниковых съемок могли наблюдать за различными проблемами. К примеру, замечать несанкционированные свалки или же загрязнение рек. Дети с каждым годом все сложнее и интереснее создают проекты, именно связанные с дистанционным зондированием Земли. Проект по несанкционированным свалкам. Дети с помощью снимков ищут на территории города Якутска свалки, где, допустим, с частного сектора сбрасывают, и образуется небольшая свалка, которую видно с космоса. И дети на протяжении нескольких, получается, годов именно снимков определяют там, что она растет. Когда-то ее убирали, где-то ее и потом передают уже информацию в вышестоящие органы, чтобы разобрались с этой свалкой. Напомним, в этом году юношеские чтения были посвящены Году семьи в России, Году детства в Якутии, 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Дарья Короленкова, Павел Пахомов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Глава Якутии Айсан Николаев подписал новый стратегический указ, который определил ключевые приоритеты развития транспортной и энергетической инфраструктуры республики. В указе поставлена задача к 2030 году в 4 раза повысить наземную транспортную доступность с выходом на магистральную сеть автомобильных и железных дорог Российской Федерации, обеспечить рост пассажиров авиасообщения на 30% к уровню 2023 года, обновить не менее 75% парка наземного общественного транспорта, а также не менее 55 единиц водного транспорта для повышения надежности перевозки пассажиров и грузов в Ленском бассейне Якутии. Также глава Якутии поставил стратегические цели в развитии местного производства и туризма в республике до 2030 года. Правительству региона поручено создать в агропромышленном комплексе не менее 15 территорий развития местного производства для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами. Также предстоит увеличить долю производства сельхозпродукции в общем объеме валовой продукции отрасли до 70%, объем выпуска мясной продукции до 8 тысяч тонн в год, молочной до 15 тысяч тонн в год, долю местных продуктов питания в государственных закупках с 7 до 45%, в муниципальных закупках с 26 до 60%. С 1 апреля в Якутске подорожает проезд на городских и пригородных автобусных маршрутах. Так, с понедельника стоимость проезда в городе за наличку составит 45 рублей. На пригородных маршрутах – 85 рублей. При оплате банковской картой стоимость проезда по городу повысится до 40 рублей. При оплате электронной транспортной картой – до 33 рублей. По пригородным маршрутам за безналичный расчет оплата повысится до 70 рублей. При оплате картой «Спутник» стоимость проезда останется прежней – 66 рублей. Хочу обратить внимание, что в рамках нашей политики по стимулированию перехода на безналичную систему оплаты мы оставляем в старых пределах стоимость проездных билетов. То есть проездной билет на 60 поездок у нас останется стоимостью 1200 рублей. То есть можно будет по городу проехать за 20 рублей. Это самая низкая стоимость проезда. Кроме этого, также у нас есть льготные категории граждан, которые пользуются субсидированными проездами за счет бюджетных средств. Острой остается ситуация по количеству водителей маршрутных автобусов категории «Д». На сегодняшний день количество вакансий в муниципальном предприятии ЕПАК составляет около 40 единиц. На городских маршрутах, которые обслуживаются частными перевозчиками, более 200 единиц водителей. Работа по поиску и привлечению водителей продолжается. За последние годы закуплено довольно большое количество новой техники экологичной, на компримированном газу, оборудованной для движения маломобильных групп населения. В прошлом году, точнее в позапрошлом году было закуплено для городских перевозок 85 единиц техники. В прошлом году поступило у нас автобусы большого класса 15 единиц, еще приедут 25 автобусов в этом году, и будем продолжать эту политику по обновлению подвижного состава.
В Якутии передали новые автобусы 17 муниципальным районам республики. Ключи от новых автобусов главам районов вручил председатель правительства региона Кирилл Бычков. Он выразил надежду, что новые автобусы позволят создать для жителей республики комфортные условия, а также дополнил, что программа по транспортному обеспечению в дальнейшем будет работать. Напомним, в начале марта этого года глава республики Айсен Николаев вручил ключи от 25 автобусов муниципальным образованиям. Новый пассажирский транспорт получили 8 муниципальных образований на средства специального казначейского кредита, выданного решением президента страны в 2023 году регионам для улучшения транспортной инфраструктуры. Партию автобусов Айсен Сергеевич Николаев уже передал улусам, и это, конечно, вызвало очень большое воодушевление, радость, ведь это не просто новая техника, это означает, что будут и расширены существующие маршруты, и появятся новые маршруты, появится возможность, техническая оснащенность этих маршрутов, которые, безусловно, привнесут комфорт и удобство нашим жителям, особенно в отдаленных районах. Вот сегодня присутствовали главы и наших арктических улусов, и они получили эту технику долгожданную. В Якутске прошли ежегодные соревнования среди спасателей по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. 7 команд соревновались в скорости и правильности действий. Строгое жюри оценивало работу, учитывая все допущенные ошибки и выявляя лучших, ведь на кону участие в дальневосточных соревнованиях. Тему продолжит Александр Хавренко. Скорость, четкость действий и слаженная работа команды – вот 3 главных составляющих на соревнованиях по ликвидации ДТП. По легенде, в автомобиле, попавшем в аварию, заблокированы водитель и пассажир. Оба получили травмы. Задача спасателей – извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и передать в руки медиков. Участник соревнования производит разведку места происшествия, далее определяет зону проведения аварийно-спасательных работ, далее производит стабилизацию транспортного средства, также проверяет на наличие газового оборудования, обесточивание автомобильного транспортного средства, а также производят геологическим аварийно-спасательным инструментом для блокирования пострадавших. За несколько минут спасатели буквально разбирают автомобиль на части, снимая двери и крышу, срезая спинки сидений. При этом не забывая и о безопасности находящихся внутри автомобиля пострадавших. Соревнования проводятся раз в год, а команды тренируются в течение года, постоянно идут тренировки, оттачивают навыки, слаженности команды на деблокирование пострадавших и эвакуацию пострадавших также. Реально чуть все равно совсем по-другому. Более аккуратнее надо работать и с пострадавшим, постоянная связь, ему может резко стать хуже. Работа совместно с медиками. Здесь на соревнованиях передаем медикам пострадавшего, а там работаем сообща с медиками. Они оказывают тоже помощь вместе с нами при эвакуации пострадавших. Победителями соревнований стала команда аварийно-спасательной службы городского округа город Якутск. И именно они будут защищать честь республики на соревнованиях дальневосточных спасателей. Александр Хавренко, Джилу Накентьев, Якутск. Региональное отделение Всероссийского общества знаний открыты практически по всей стране. В Якутии по линии общества проводится множество мероприятий. Это и открытые лекции, научно-познавательные экскурсии и встречи научных сотрудников со школьниками. В своей работе региональное отделение общества знания применяет все доступные современные подходы, чтобы донести важные и нужные вещи до молодежи. Все проекты, которые существуют у общества знания, должны быть интегрированы и в республике. Об этом шла речь на заседании попечительского совета под руководством главы республики Айсена Николаева. На этот год запланированы программы «Знания. Карьера», где у подрастающего поколения будет возможность познакомиться с карьерными перспективами и возможностями. «Знания. Наука» – проект, который знакомит молодых ребят с молодыми учеными, их открытиями и разработками и многие другие. Правильная, выверенная информация сейчас очень дорого стоит. Вот в том огромном массиве информации, который сегодня на людей обрушивается, и зачастую, к сожалению, самая недостоверная информация, наличие такого просветительского, именно просветительского общества, как общество знания, которое несет и правдивую информацию, объективно разъясняет, почему те или иные события происходят. И делает это все, опираясь на наши традиционные ценности нашего российского государства, оно очень важно.
Представители сельскохозяйственных предприятий со всей республики собрались на съезде сельхозкооперативов. В программе съезда стратегические сессии, образовательные семинары, заседания Координационного совета по развитию системы кооперации. О дне съезда расскажет Марферина Алексеева. Как увеличить объемы производства? Один из основных вопросов обсуждения участников стратегической сессии сельхозсъезда. Регион не полностью обеспечивает себя местной продукцией. Например, объем производства мяса не достигает 30% от общего спроса населения. Молочная продукция почти 55%, а овощи более 40%. Задача стоит порядка увеличить примерно в среднем до 60% по всем направлениям нашей самообеспеченности, начиная от мяса, молока, яйца и овощеводства. Мы считаем, что данное общение, реальное общение между муниципальными районами в рамках сегодняшней стратегии, она даст толчок и даст положительное отражение буквально в ближайшие годы. Задача главой поставлена о продовольственной безопасности региона, о независимости других регионов и в целом других стран, поэтому у нас задача стоит серьезная. Цель сессии – выработка предложений по обеспечению эффективного местного производства и сбыта пищевой продукции. Идей и предложений поступило много. Например, разработать программу «Земский аграрий», внедрить товарный знак «Продукт Якутии», а также создание региональных агроагрегаторов, которые помогут с логистикой, документооборотом и сбытом продукции. Ищем идеи хорошие, да. Но никому не секрет, что сегодня местная продукция не совсем иногда бывает, что не отвечает по качеству. Но и по количеству тоже, и ассортимент у нас низкий. Вот поэтому мы должны собрать вот все идеи наших передовиков, да вообще пищевых предприятий. В короткое время можно достичь очень большие и решать большие задачи. Да. Это именно по качеству и продукции, выпускаемой продукции. С этого года увеличены ставки на субсидии молока до 60 рублей за 1 литр. Частным хозяйствам за поголовье маточного скота до 37 тысяч рублей. За содержание одной кобылы до 5 тысяч рублей. Предусмотрены и другие финансовые поддержки сельхозпроизводителям. Напомним, на развитие сельского хозяйства в Якутии в текущем году направлено почти 15 миллиардов рублей. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске по улице Дзержинского открыли памятник участковым уполномоченным Якутии в честь столетия службы. Скульптура отображает собирательный образ якутского участкового инспектора 70-80-х годов. Над скульптурой работали архитектор Сергей Лукин и скульптор Павел Чампин. Памятник изготовлен по заказу городской администрации. Он станет символом признательности и благодарности всех жителей Якутска за труд участковых, как действующих, так и ветеранов. В республике благодаря участковым полномоченным полиции раскрывается около 40% всех преступлений. Это практически каждое второе преступление. Ну и участковый полномоченный то должностное лицо, которое находится рядом с населением, рядом с народом. Он и на административном участке, и в школе, и в трудовых коллективах. Он это для нас как срез общества через участкового уполномоченного полиции. Также Якутия на этой неделе отметила День работника культуры в Российской Федерации. В рамках этого ежегодного праздника в Якутске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград работникам культуры. За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Культура» в республике построено 6 сельских клубов и 35 модельных библиотек. Также ежегодно проходит обучение 500 работников культуры. Президент Российской Федерации в своем послании отметил, что с следующего года будет инициирован проект «Земский работник культуры», который вдохновляет надежды, вселяет надежды для молодых работников культуры, которые будут работать на местах, деревнях, поселках, отдаленных населенных пунктах нашей республики. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех наших коллег, работников культуры с этим замечательным праздником. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Якутске 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии». На соревнованиях планируется участие более 3000 юных спортсменов, команд из 25 иностранных государств. Глава Якутии проинформировал о подготовке городской инфраструктуры Якутска и спортивных объектов к проведению соревнований. Торжественная церемония открытия игр состоится 26 июня на стадионе Туймада. В программу культурных мероприятий включен и национальный праздник Исех Туймады, который пройдет 29-30 июня в местности Юсхатын. В волонтерский же корпус будут отобраны около 2000 волонтеров, в том числе из зарубежных стран и других российских регионов. Россия и Якутия открыты для гостей. Гарантируем проведение соревнований организованно, справедливо, безопасно и гостеприимно. Задействованы все ресурсы, которые, скажем, все те организации, которые занимаются обеспечением безопасности. Это и Министерство внутренних дел, и Росгвардия. Сегодня все наши коллеги были на уровне тех людей, которые в состоянии принимать любые решения. И я еще раз на оргкомитете подчеркнул, что, конечно, безопасность прежде всего. Готовность оценивается как достаточно высокая. По всем аспектам всем известно традиционное гостеприимство Саха-Якутии, тем более, что в эти дни будет проводиться национальный праздник, состоится. И я уверен, что дети и гости со всего мира, со стран азиатского региона получат незабываемые впечатления. Будем работать вместе, Уруй Айхал, и только победа. А пока в республике продолжается эстафета огня игр. Так, факел детей Азии встретили в Ленском районе. Закрепили церемонию встречи огня дружественным осохаем. Далее по Ленску огонь игр пронесут 18 факелоносцев, среди которых известные спортсмены, участники игр прошлых лет и ветераны спорта. Уверен, наша республика проведет данные игры на самом высоком организационном уровне. И для наших детей и спортсменов игры станут трамплином для достижения вершины Олимпа. А мы, администрация муниципального образования Ленский район, все жители нашего района обязуемся провести эстафету огня на самом высоком организационном уровне. Надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли на 599 спортсменов из 28 команд на протяжении 5 соревновательных дней оспаривали медали. В программу соревнований вошли 10 дисциплин. Это биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование, сноуборд, шорт-трек, фигурное катание, зимнее многоборье, северное троеборье и хоккей. Соревнования прошли на 2 площадках – Алдан и Нерюнгре. Конечно же, квалификация для спортсменов лыжных гонок у нас высокая, потому что у нас здесь 4 мастера спорта соревновалось, ну и, соответственно, биатлонисты. Биатлон у нас проходил тоже на высшем уровне, так как у нас есть чемпионы, призеры Российской Федерации, соответственно, мастера спорта. И, конечно же, охват, вот таких масштабный охват спартакиады дал понять, что все-таки по зимним видам есть желающие. Это дает большой импульс для развития вот этих видов спорта, где они участвовали. Самый зрелищный этап любых состязаний – эстафета. Именно его, как вишенку на торте, оставляют на конец соревновательной программы. В Алдане завершился командный спринт по лыжным гонкам. Среди женщин выступило 10 команд, среди мужчин – 12. Как прошла эстафета и кто же стал победителем зимней спартакиады, в материале Нургуяны Егоровой. Первыми на старт вышли юниорки и женщины. Спортсмены пробежали 1200 метров, поочередно по 3 этапа. В зоне передачи эстафеты представители разогревают своих спортсменов. Как говорится, здесь хороши все методы. Укрывают одеялом, куртками и делают массаж, конечно же. Сегодня очень холодно, минус 13, ветер северный. Порывы ветра доходят до 8 метров. Явные фавориты Инна Рыбкина и Анастасия Дубова из Алдана не оставили никаких шансов своим соперницам. У Анастасии это 4-я медаль, а у Инны 3-е золото. Ощущения классные, но тяжело. 4-й день соревнований. Мышцы немножко закислились, задубели, можно так сказать. Вот, тяжело, но классно.
Ой, ну мне вообще все понравилось, но в холод, конечно, тяжело бегать, там и мышцы задубевают, и ноги замерзают. Так что, ну, в принципе, неплохо убежалась. В упорной борьбе на второе место вырвалась команда из Якутска в составе Софьи Левиной и Евгении Сергеевой. Бронзовая награда досталась Людмиле Бронниковой и Альбине Апсатаровой из Нерюнгри. В мужском дивизионе основная борьба шла между командами Нерюнгри и Алдана. Но все же пальму первенства взяли нерюнгринские лыжники Алексей Распутин и Александр Филиппов. Тяжелая гонка, короткая дистанция на максимум, мало отдыха. Хорошо, что в команде есть такой спортсмен, как Алексей Распутин, который выполнил всю задачу. Мне оставалось только маленько поддержать. Спасибо ему. Алданцы в составе Вадима Ширяева и Михаила Соснина довольствовались вторым местом. Ну а за бронзовую медаль боролись город Якутский и Мегино-Кангаласский улус. В последнем этапе мегинец Николай Зыков, оставив позади себя оппонента, принес мегинцам бронзовую медаль. С ним в команде бежал юниор Сергей Заровняев. И оставили не удел не кого-нибудь, а город Якутск. На эстафетную гонку также вышла семья Калинович из Мирнинского района. В число призеров не попали, но зато на зимней спартакиаде они представлены всей семьей. Эстафета прошла здорово, хотя мы не имеем такого большого опыта. Нам понравилось все. Трасса интересная, было весело. Это гордость однозначно. Я на самом деле, может быть, даже мечтал поучаствовать в каких-то соревнованиях в эстафете со своим отцом. Лыжный спорт, конечно, это труд. Мы сейчас всей семьей это понимаем, друг друга всегда поддерживаем. Я участвовала в мирных соревнованиях, и так как я была самой маленькой участницей из всех, я заняла второе место. На такой ноте завершается спринтерская гонка в Алдане. Ну а сегодня, в завершающий день, на этой же трассе состоится смешанная эстафета. Ольга Егорова, Степан Достыров, Иннокентий Соловьев, Алдан. Спортсмены из Мегино-Кангаласского улуса, победители заключительной дисциплины спортивного ориентирования на лыжах. В Алдане прошла двухэтапная эстафета, которая подвела итоги 3 соревновательных дней. Как прошла заключительная эстафета и кто стал победителем в этом виде, расскажет Власий Сергеев. В этой дисциплине команды представляют 2 пары, состоящие из мужчины-сеньора и женщины-сеньоркой. Какой дуэт бежит первым, решают тренеры. Обоим парам необходимо за минимальное время найти все контрольные пункты и пересечь линию финиша. С этой задачей быстрее всех справились представители Мегино-Кангаласского улуса, чьи пары преодолели маршрут менее чем за 1 час. Сегодня выступала хорошо, трасса была легкая. 8 КП. Я лично лыжница сама, на ориентировании выступала впервые. Мои первые старты были. Я особо не интересовалась ориентированием, занималась только лыжными гонками, но когда уже сама выступала на этих ориентированиях, было очень интересно даже искать все, на время работать. Это было очень интересно. В мужском соревновании от мегинской пары на 3 минуты отстали представители Нерюнгринского района, которые заняли 3-е место. Спортсмены отметили, что дополнительные сложности внесли погодные условия. Трасса была сложная сегодня из-за погодных условий. То, что снега навалило и ветер еще дополнительно так. Трасса интересная, понравилась очень. Ну, помешало это хорошо, так как лыжи хуже гораздо катят, чем предыдущие дни. Данные соревнования стали очень хорошие впечатления. Давно таких соревнований не было массовых. Поэтому очень счастлив, что вообще... Организаторы отмечают, что с каждой спартакиадой повышается уровень подготовки команд и что подобные масштабные старты положительно влияют на развитие спортивного ориентирования. Некоторые лыжники начинают бегать спортивное ориентирование, он им нравится и продолжают, допустим, летом заниматься спортивным ориентированием, потому что это поддерживает физическую форму. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы на таких спартакиадах было больше команд, было больше участников и принимали участие большей части ориентировщики. Но лыжников, конечно, мы тоже приветствуем. И биатлонисты бегают у нас, и лыжники бегают у нас. По итогам 3 дисциплин победителями соревнований по спортивному ориентированию на лыжах стали спортсмены из города Якутска. На 2-м месте оказались представители Мегино-Кангаласского улуса. Ну а 3 лидеров замкнула команда Алданского района. Власий Сергеев, Ренат Тахиев, Иннокентий Соловьев, Алдан.
В Нерюнгри состоялся решающий заключительный этап северного троеборья – прыжки через нарты. Фаворитами в этом виде среди мужчин судьи называют ямиконца Георгия Сафронова. Прогнозы судей оправдались, он вновь отличился. С места событий Ларина Сукуева. Первыми стартовали юниоры. Это третий этап троеборья. Он и определит чемпионов по северному многоборью 5-й спартакиады. Прыгает 10 нарт, одновременно отталкиваясь двумя ногами и без остановок. Среди женщин высота нарт 40 сантиметров, между нартами 55 сантиметров. Среди мужчин высота нарт 50 сантиметров и между нартами тоже 55 сантиметров. Перед прыжками многие спортсмены отказывались давать комментарии прессе, ссылаясь на дурной знак. Нерюнгринка Виктория Богдаренко, занявшая в тройных прыжках второе место, не склонна к суевериям. И сегодня она также недовольна своим результатом. В последнее время мало тренировалась, 11 класс ЕГЭ. Я знаю, что вы волейболом занимаетесь еще. Да, мы выиграли в республике первое место. Я вот заметила, что вы одна из самых высоких, да, среди участниц, среди юниорок. А вот этот рост, он вам помогает в прыжках или не имеет значения? Нет, конечно, помогает. Прыгаю я дальше, но вот моя соперница позавчера заняла первое место с ростом 154. Опыт все равно играет большую роль. Она занимается с детства. Поэтому я заступила и не перепрыгнула. Всего у атлетов 3 попытки, в зачет идет лучший результат. И среди женщин на первом месте ожидаемо оказалась Валентина Борисова, член сборной Верхневилюйского улуса. У юниоров лучшие результаты у Вадима Туприна и Алены Чарду. И в целом по северному троеборью по итогам 3 дисциплин золото у Вадима Туприна и Георгия Сафронова. Среди женщин и юниорок у Амелии Алексеевой и Алены Чарду. В общекомандном зачете первое место у Нерюнгринского района, второе у Черопчинского и замыкает тройку призеров Верхневилюйский улус. Ларина Сукуева, Иван Саркомов, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.